Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы по адресу Менделеева, 32, у Гатина Рустама. Проходите, дорогие, проходите. Пойдите. Где наш Вот, дорогой герой? наш друг. Где наш Вот герой? здесь. Пока умывается. Мне уже будем достаточно. Ну, то трусы беречи. Подожди, мою еще. Сейчас. Смотри, чтобы тебе всем головой не стукнул. Ничего. Бисмилля. С каждым надо, каждым движением надо это говорить, да? Бисмилля. Ну, когда говорю бисмилля, Ага. Аллах Тааля не вид берег. Жеңілдік берег, Да? берекет берег. Конечно, А. каждый вздох должен быть. Серьезно? Бисмилля это поверь. Ой. Так, ну, вот это сюда. Да, это Здесь просто у нас, добавление. все. Насколько? Чуть-чуть вперед еще. Так, чуть-чуть капель. Чтоб- Аллах на рахматы, блин, вот мы шли и пришли. Значит, Спасибо. да. Шли, пришли, Рустам, а вы говорит, давайте на улице, я буду кататься. Значит, Да. мы там поговорим, да? Нет. Я говорю, да. Мы вот так и привыкли Рустама Абыны видеть на улице. Он везде попадается, Да, да. веселый, такой творческий там, да. И все-таки Всевышний сделал так, что мы у вас дома. Мы увидели ваш быт, мы увидели, как вы, значит, завтракаете, как вы готовитесь к завтраку, как вы готовитесь, значит, к нашей встрече. Да, мы вас немножко застали раньше, это хорошо. Да, да, да. Мы даже чуть-чуть друг другу помогли Это правильно. к этому мероприятию приготовиться. Когда мы заходили в подъезд, я говорю, наверное, где-то здесь же? Здесь где-то же, наверное, на первом этаже же где-то. Она говорит, нет, на 8. Я говорю, как на 8? Как? Но в таких домах, если ты без лифта живешь, когда пятиэтажки живешь, тебе, конечно, лучше первый этаж. Все-таки. Ну да, да. Вот. А Всё когда понятно. лифт уже есть, как бы тут уже возможности несколько расширены, можно сказать. Но в то же время они ограничиваются шириной лифта. Да. Вот в чем дело. Понимаете? Ширина лифта не дает мне выбрать более необходимую коляску, допустим. Вот, мне только нужно там, допустим, 60 сантиметров. Все. А есть коляски получше, они уже 65, допустим, сантиметров. Рустам Абы, Вот. можно вопрос? Это вы поэтому вы не кушаете мучное и сладкое, чтобы быть таким стройным, чтобы у вас была такая коляска? Да, я вообще-то все кушать могу, даже вообще-то. Но у нас, видите, архитектура так устроена, видите. Да, а все кушать можно. Мое, как бы сказать, такой недуг уж как бы он все может позволять кушать. Уж это ничего Хорошо. страшного. Про недуг. Как? С чего все началось? Что сказать о недуге своем? Я был обычным человеком, как бы сказать. Да, и в детстве, и в школьные годы. Был и в студенчестве был. Ну, как бы уже, может быть, походка была не такая уж, как бы сказать, как обычного человека. Но так я все делал и учился в школе, закончил медучилище наше. Походка была. Да, эта походка была, это уж клинически как бы картина вырисовывалась, видимо, для невропатолога. Вот. Но а также и штанги поднимал, также и как бы и в физкультуру ходил, и в школе обычно занимался человек. Просто уж когда пошло у нас, когда 8 класс, профориентация у нас была в 8 классах, тогда уже обратили внимание, что вот походка, там кем хотите быть, а вот позволительно, нет ли вот это. Ну вот так дальше отправили к врачам. Это в то время так было? Да, это в да, то время было, да, я помню, да. да, это какие года? 84-й год, 84-й год, это первый раз мне установили диагноз. И с тех пор, как бы сказать, это вот клиническая картина, внешне это вот установили диагноз. Но чтобы вот, если сейчас вот просто говорить, как современная, до чего медицина дошла, да, допустим, до сих пор у меня, как бы сказать, не выявили точный диагноз, этот ли диагноз у меня или не этот. А каким образом? Ну, типа, как анализом крови каком-то, анализом, чего там, слюны, вот, на генном уровне, если это говорится на генном уровне, заболевание проходит, но оно прогрессирующее, как бы, заболевание, оно
может сейчас установить мне диагноз точный, этот ли диагноз у меня или нет. Как бы сказать, есть ли от этого лечения или нет. Но лечения как такового нету, конечно, вот в общей литературе везде написано, и в интернете, и все. От того, что у меня сейчас какой диагноз. Это спинальная нервно-мышечная дистрофия называется, это или СМА, как вот это раньше. И вот не сейчас вот все это на слуху, это заболевание. СМА, тогда еще ничего этого на слуху не было. Спинально-мышечная атрофия, когда постепенно мышцы все атрофируются, оно внешне незаметно, вроде бы того, а как вот вы заметили, как тут со мной уход нужен или что-то такое, вот внешне ведь все нормально по-вашему, как я выгляжу? Ну, Допустим, в рубашке, да, обычно. улыбается, Рустам бы сидит, Ну, как да. просто уж, Такой как красивый, на такой кухне, значит, Ну. вкусный запах. Все хорошо, и на камеру будет тоже все хорошо, но вы сами такой человек еще, который не жалуется, который не показывает все, Ну. что это надо, это же очень, это важно, Рустам Абай, понимаешь, Да, что мы конечно. сегодня здесь, чтобы ваше творчество, чтобы ваши переживания, чтобы ваше обращение, да, к тем, которые, может быть, недооценивают то, что у них есть, да, чтобы оно дошло до них. Поэтому вот это наши встречи, это встречи только пользу получают больше, наверное, другие. Ну, нам ваше внимание, вот таким как я, допустим, да, ваше внимание нам тоже очень дорого, понимаете? Когда нас не замечают, как бы сказать, совсем, у нас как бы тоже дух может упасть, как бы сказать. Ваше внимание, когда просто вот вы поздоровались, вот я помню, вы в случае просто вот я ехал, вы просто взяли, завернули на машине и по своим делам куда-то ехали, допустим, взяли, завернули, чтобы подошли ко мне, просто чтобы постоять со мной там, и не просто 5 минут, вы еще 10 и 15 минут стояли, как бы сказать, и не смотрели на часы, допустим. Вот это мне тоже приятно, вы понимаете? Как бы сказать, мне радостно, что да, действительно человек меня увидел, и не проехал мимо, и все, и как бы со мной разговаривает, и спрашивает, чем я нуждаюсь, в чем я нуждаюсь, как бы сказать, я могу обратиться к нему, к этому человеку. Мне тоже ведь это как бы для нас это тоже дух поднимает, для нас, как бы, чтобы держаться, чтобы мы не сдавались. Ну вот так устроил Всевышний, видимо. Не всем дастся, конечно, вот неизлечимые болезни излечить или еще что-то. Но это каждый несет свой крест. Мы также понимаем это все. Каждая своя судьба имеется в виду. Если уж не дано, значит это какой-то все-таки нам душу свою надо лечить все-таки. Мне вот, допустим, в своем недуге, допустим, мне надо лечить свою душу все-таки. Не тело. Значит, тело уже не нуждается в лечении каком-то. Значит, в моей душе что-то тоже не в порядке. Есть в моей душе такие вещи, которые я должен сам излечить. От меня это зависит. Никто это мне не излечит. Только с помощью Всевышнего, с помощью молитвы, с помощью обращения к Всевышнему. Только Он мне может помочь. Никакой врач мне тут не поможет. Никакая там терапия или еще что-то такое. Сам себе доктор только в этом смысле. Но если ты научишься свой дух смирять, вот я в таком положении, я должен как будто целый день плакать, что я так не могу поехать на море куда-то. Я много чего лишен в этой жизни, вообще фактически. Там и на природу, на рыбалку не поехать, там на охоту не пойти, еще куда-то, еще куда-то. Или это я сам себя ограничиваю, может быть, как бы, может быть, физически, там, умственно. Но не хочется ведь кому-то быть обузой, опять-таки, в таких людях, случаях. Но когда ты дома там находишься один, ты сам себе должен сказать все-таки, что не зря тебе дана все-таки жизнь. Жизнь сама по себе. Жизнь сама по себе это ценность для всех, для каждого. Она бесценна. Если сейчас как придумали на Западе там эти, эвтаназию всякие, еще что-то такие вещи. У нас в России такого вряд ли когда-то узаконится. Это, скорее всего, не будет никогда. Это потому что все-таки противодействие Всевышнего и воле Всевышнего. Это неправильные вещи, такая, я считаю. Как бы сказать, но мы должны до конца все равно бороться. Уже что-то делать, и Всевышний тут уж решит, как быть дальше с нами.
находиться, излечилась твоя душа на этой земле или нет. Как бы мы это не знаем, когда это случится. Вот. Я так понимаю это. Но недуг вот он продолжает быть. И диагноз надо установить и дождаться того момента, когда медицина все-таки шагает вперед, семимильными шагами вроде бы. Может и до нас дойдет это время. Но хочется пожить все-таки в таких условиях хороших все-таки. Чтобы не в ущербном состоянии находиться, а все-таки продолжать смирять свой дух и дожидаться медицинской помощи тоже уже, если это достоин, как говорится, по воле Всевышнего. Не сразу ведь на коляску сел, вот. Ну кто-то, видите, кто-то совсем с детства, кто-то так. Мне вот Всевышний дал еще время вот эту молодость почувствовать, какое-то юношество какое-то, все почувствовать и влюбляться, и, как говорится, гулять там, на свидание ходить, или еще что-то такое. Видимо, так. Ну, Вопрос можно задать. Да. У вас как что-то получилось у вас после свиданий? Ну, таких свиданий нет, уж такие юношеские, обычные. Я понял, да. Значит, мало ли, всякое же бывает в жизни. То есть у вас нет, второй половинки не таких предложений не было. Чтобы, Понятно. да, и сам бы я не Поэтому... стал бы, допустим, тоже быть кому-то, как бы сказать, обрекать человека. Поэтому мы показываем, значит, нашему городу, что есть такой симпатичный молодой человек, да, Рустам Абы, да, что вот он свободен. Да. Кто-то может обратить внимание. Да. Понятно. Но так в основном с мамой все это время. Да, с мамой. Папа еще тут... где? Папа? Но папы они уже давно развелись, уже давно. Это уже как бы еще в Советском Союзе это было. Как бы мама уж нас с братом двоих воспитывала, сама бабушка, дедушка, да, младший брат, он в другом городе живет. Как бы так вот. А у нас Чистополь родня, все Чистополь в Казани. Вот Нижнекамский тут тоже несколько человек тоже есть у нас. Хорошо. То есть есть вот это, чувствуется теплота родственная, да, то есть есть вот это чувство, значит, у самого быть абыем, да, быть дядей Рустамом для кого-то. Стараемся уж вроде как будто бы так соответствовать вроде бы, да, насколько возможности есть у нас, насколько позволяет обстоятельства. Не все же сейчас, видите, со временем сейчас у всех напряженность как будто бы, да, как будто навестить меня тоже как будто лишний раз тоже скажет, что надоел, скажут, или чуть-чуть так уж не думаю. Да. Вот можно я немножко, я знаю Рустам Абы, что он еще пишет стихи, мы помним на Нижнекамск, ВКонтакте, на наших соцсетях нашего города появлялись ваши стихи прямо. А вот и сейчас, когда мы встретились сегодня, вы сказали, я там что-то писал, дайте мне ноутбук. То есть мы видим перед Рустам Абы ноутбук, видим мышку. То есть открывается мир возможностей, общения. Мир возможностей, да, есть такой тоже, да, этот надо посмотреть. Специально посмотрел что-то такое, более приличные стихи, которые более достойны внимания. Ну давайте почитаем, давайте пусть услышат наши дорогие зрители. Храмы и мечети, вот, это уж посвящается, давно тоже было написано у меня еще. Молятся в мечети мусульмане, а в храме православные христиане. За мир мы молимся без войн, и чтобы с Божьей помощью был враг наш побежден. И враг не только внешний, но внутренний наш враг, который поселяет в душе колючий мрак, жестокость, равнодушие, гордыню, эгоизм. Дай Бог великодушие себе и многим им. Стоят величаво мечети и храмы, в них служат отцы благочинно, имамы, духовную силой питают народы, чтоб каждый бы смог пережить все невзгоды. Единство конфессий в единственной цели, чтоб дружно народы ужиться сумели. Она сейчас еще так актуальна. Актуально еще, да. Это вот было написано еще в 2016 году. Вот. И вот это пишет человек, который сердцем переживает, да, то есть в то время еще. Переживаю.
Аллах Таля разы болсын, очень интересно. Домик детства прочитаю, Давай, вот да. что-то ночью мне не спится, грустно как-то на душе. Вот бы в детство возвратиться, ночевать бы в шалаше, с табуном пойти в ночное и костер большой разжечь. Заиграло ретевое, как там в доме наша печь, тоже вот, понимаете. Так ли ладно она дышит, так ли ладно пламя жжет, не течет ли где-то крыша, все ли сверчок еще поет. Детство теплое светлица, расскажи ты обо мне, как малыш куда-то мчится на игрушечном коне. Светом залито окно, и часы тик-так серьезно, нити вьет веретено и поскрипывает слезно. Самовар пыхтит и плещет, хочет чаем угостить, уголек еще трепещет, чашки просит нам налить. Вот она, моя кроватка, в ней качала меня мать, чтобы не было нам зябко, печку станет разжигать, бересты сорвет с поленца, к чурке тонкой поднесет, в сенях скрипнет тихо дверца, дров для печки принесет. Печь мы русскую лелеем, обихаживаем всяк. Вишь ты, как она белеет, и узор-то не пустяк. Печь теплом нам отвечает, и не гаснет, не дымит. Всех прохожих привечает, жаром стужу одарит. Покормить не подзабудет, пряный дух бьет из печи. Доставайте-ка, ребята, вы пасхальные куличи. А кому их будет мало, вот румяные калачи. Добрый нам печник попался, кто положил эту печь. Бог в душе его остался, будет он его беречь. Навещу я домик ветхий, обустрою новый быт. Там фундамент с печкой крепкой, 100 лет уже стоит. Так за веком век проходит, но из памяти не сжечь. То, что в детстве было счастьем, это мама, дом и печь. Маму надо к нам сюда. Да. Вот эти встречи, да, они только для того, чтобы тот, кто нас смотрит, он ценил эту жизнь, он ценил свое здоровье, он ценил отношение к родителям, он понимал, что он воспитывает будущее поколение. Вот это все духовное такое наше, да, то, что отображено у Рустам Абыя, значит, в его стихах, но рядом с ним его мама. Мама, сколько лет вместе, поэтому дай Бог, чтобы вот эти наши встречи, они были поводом для того, чтобы близкие обратили друг на друга внимание, чтобы они ценили то, что у них есть, то, что они ценили тех, кто рядом есть, для того, чтобы мы были ближе друг к другу. Аллах на рахмат дарьялсын. Спасибо вам, что нас так приняли. Все очень чудесно. Спасибо, спасибо. Тоже люди, чтобы чаще встречались, благодарились друг друга. Это в первую очередь надо делать. Уважать пожилых людей. Никогда не забывать, что надо кому-то помочь. Где-то ты нужен, где-то кому-то. Только наша помощь друг друга может облагородить нашу жизнь. По-другому никак.